Быть или не быть доллару как мировой валюте? Вот новый шекспировский вопрос современности, который собирается обсудить на саммите БРИКС в Казани. Пьеса «Гамлет» по сравнению с этим глобальным конфликтом современности просто детская сказка с привидениями прежнего мира. Мне понравилось, как сайт канала «Царьград» графически изобразил эту тему. На картинке Путин, как я понял, запускает новую платежную систему, независимую от США, а президент Франции Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и человек, похожий на премьера Канады Трюдо, застыли в ужасе. Они понимают, это конец. Масло в разгорающееся беспокойство подлил авторитетный в западном мире английский журнал Economist, который накануне написал, что Путин на БРИКС готовит удар по доллару из США. Говоря простым языком, на Западе уверены, на саммите в Казани будут обсуждать, как построить новую независимую глобальную финансово-платежную систему между странами и послать американскую валюту в эротическое путешествие. Наши заклятые партнеры, обложившие Россию сотнями санкций, понимают, новая платежная система будет угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была основой послевоенного порядка. И для этого есть все основания. Еще в сентябре на пресс-конференции после встречи с египетским коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что альтернативная платежная система БРИКС позволит наладить экономическое сотрудничество между странами, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие. Я лично думаю, уже ни для кого не секрет. Американцы, превратив доллар в дубинку для обуздания непослушных стран, как пьяный ковбой, прострелили себе ногу. По сообщению сайта РБК, начиная с 2000 года мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58%, тогда как в нетрадиционных валютах, напротив, выросли. Впрочем, не нужно думать, что американцы и их сателлиты будут спокойно в сторонке наблюдать за строительством новой платежной системы. Мы еще будем свидетелями неожиданных падений иностранных лидеров в ванной и дипломатических насморков и простуд. Но одно всем понятно, доллар стал фактором сдерживания мировой экономики, и это многих не устраивает. Быть или не быть доллару? Вот в чем вопрос. Бедный Йорик. Бедный доллар.